Главный оркестр республики готовится к сезону. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии Артур Назиуллин, генеральный директор Государственного академического симфонического оркестра Республики Башкортостан. Артур Искандарович, здравствуйте. Добрый день. Готовитесь к сезону. Мы сегодня об этом говорим. Это информационный повод для нашей встречи. Но при этом до сезона состоится уже традиционное мероприятие «Романтика осени». Да, оркестр не умеет отдыхать. И даже тот короткий отпуск, который есть у нашего коллектива, он, конечно, наполнен подготовительным этапом к романтике осени, к открытию сезона, к нашим абонементам, к нашим гастролям. В общем, это такой, знаете, настоящий бурлящий котел творческого планирования. Романтика осени в этом году состоится? Но мы держим кулаки, чтобы все состоялось, и чтобы погода была на нашей стороне, как и в прошлом году, когда дождь закончился за полчаса до начала концерта. И дальше началось бабье лето. А вы помните, какое дождливое было прошлогоднее лето? Вот с момента начала романтики осени, в день российского флага, 22 августа, традиционно, ежегодно мы открываем наш замечательный фестиваль, который в этом году будет проходить под эгидой Дней Российской армии. Вот и это, наверное, наложит отпечаток на саму программу выступления. Или не наложит? Вот расскажите, повлияет ли это на программу? Вы знаете, будет просто изумительной красоты произведений, которые, например, не так часто звучат в исполнении оркестра. Это будет в первый день песни военных лет в исполнении изумительных солистов Василия Ладюка, Оксаны Волковой, Оскара Абдразакова. Конечно же, с Госоркестром Башкортостана дирижировать будет неизменно Дмитрий Крюков. Второй вечер к нам приедет замечательный пианист Фредерик Кемпф из Великобритании, который исполнит первый концерт Петра Ильича Чайковского в рамках нашего фестиваля. А во втором отделении прозвучит знаменитая Ленинградская симфония Дмитрия Шостаковича. А в третий вечер будут просто изумительные красоты произведения русских, зарубежных и башкирских композиторов. Поэтому, наложила ли эта тематика отпечаток на программу? Отчасти, возможно, да, но это произведение, являющееся достоянием человечества, поэтому мы безумно счастливы играть такой красоты музыку. Артур Искандарович, несмотря на то, что был отпуск, вы только и сами подметили о том, что и готовились, и работали. Отпуск был такой своеобразный. Мы к этому привыкли. Как готовились? Я знаю, что были и гастроли, выступали и в новых регионах. Оркестр впервые побывал в Крыму. Для нас это большая честь, когда нас пригласило одно из самых главных учреждений культуры нашей страны «Росконцерт», традиционные гастроли. Мы очень благодарны за поддержку федеральных наших старших друзей коллектива из Башкортостана. И оркестр выступил на большом фестивале искусств в Новом Херсонесе. Абсолютно уникальное место, где когда-то крестился князь Владимир. И вы знаете, выступать в таком исторически наполненном месте наполненном смыслами, глубинными смыслами, для нас было огромной честью. И сразу же после этих гастролей коллектив отправился в отпуск, а мы отправились готовить романтику осени. И вот сегодня мы с вами встретились. А каким будет этот сезон? Мы уже привыкли, что Госоркестр выступает и с Мацуевым, и в Москве. Мацуев и к нам приезжал в Уфу. А что будет нового в этом сезоне? Вы знаете, мы всегда последние годы стараемся сохранять темп и традиции. Вот то, что вы назвали, то и, дай бог, состоится и в этом сезоне. Потому что важно очень не единоразово проводить подобные проекты в столице нашей страны, в новых территориях, в прекрасных концертных залах по регионам, а сделать это традицией. И нам пока удается держать именно традиционные наши проекты, которые и проходят в Большом зале Московской консерватории, и в Московской филармонии, и наши туры по городам и по регионам страны, и большие гастрольные фестивали, и фестивали внутри Республики Башкортостан. Это все стало большой традицией. Можно сказать, что что нового, а что тут нового еще придумаешь, когда это все занимает огромное количество времени. И работы музыкантов, и работы офиса, и планирование, и организационные работы. Поэтому вот это сегодня вся наша работа. И, конечно, мы не забываем про наши города Республики Башкортостан, которых много и с которыми мы очень плотно работаем.
Когда состоится открытие сезона? 3 сентября в нашем концертном зале «Башкортостан» грандиозной 9-й симфонии Густава Малера мы открываем и закрываем сезон в этом году, будем так говорить, концертном Густавом Малером. Дальше будет, конечно, огромное количество разных программ. Вообще, данный сезон будет очень интересен и разнообразен на программы. В чем его разнообразие? В разных произведениях. Будет, знаете, от глубоких симфонистов, титанистов-симфонистов, можно так сказать, до джазовых программ Гершвина, да, с абсолютно разными интересными составами. От нашего зимнего фестиваля, который будет посвящен многим фамилиям юбилярам в этом году, фамилиям композиторов юбилярам, до фестиваля с Денисом Мацуевым, который тоже абсолютно как бурлящий котел, как наш оркестр, в котором рождаются новые импровизации, новые программы, новые тандемы в джазе с Денисом Леонидовичем. Вот это все от и до. И абсолютно разный калейдоскоп и программ, и солистов, и дирижеров, в том числе, которые приедут в этом сезоне к нам. Артур Искандарович, до эфира мы с вами обсуждали, что у вас была творческая дискуссия с коллегой, с Дмитрием Крюковым о том, что нужно играть, может быть, именно на открытии сезона. Да? И у вас есть вот некоторые здесь, может быть, поиск мысли. Вот вы нашли пока компромисс. Расскажите, почему, может быть, настаивает Крюков на одном, а вы именно на другом? То есть я не говорю о классике, но именно говорю о разнице. Вы знаете, замечательно, что все мы большие друзья и сподвижники, и поддерживаем друг друга. И для меня огромное счастье, что мы работаем с прекрасным дирижером Дмитрием Крюковым, и вся наша команда, которая собрана из разных уголков не только страны, но и мира, сейчас в Башкортостане работает на процветание культуры. Поэтому живая дискуссия о том, о чем я поделился, и не ожидал, что вы выпустите это в эфир, живая дискуссия, она всегда полезна. И действительно, этот сезон, он будет наполнен интересными программами, как я уже сказал, от программ для более широкого слушателя, например, та же самая знаменитая кантата Кармина Бурана Карла Орфа, и, конечно же, симфониями Густава Малера и абсолютно разными произведениями, как я уже тоже повторился, условно, рапсодия в стиле блюз или голубая рапсодия Джорджа Гершвина, которую все хорошо знают. То есть это будет абсолютно интересный разноплановый сезон, и мы много что нового привнесем, в том числе и в работу нашего офиса. В этом году появляются амбассадоры оркестра. И много чего нового такого, что мы готовили, очевидно, все почти неполные 7 лет, сколько я работаю в Башкортостане. Вот в этом году мы попытаемся все это реализовать в новом сезоне. Хотя бы одного амбассадора. Я же как журналист не могу не спросить. Так я рассчитывал, что это будете вы. Ну, я как ваш главный амбассадор, конечно, но... А кто еще мне составит компанию? Ой, там большой список. У нас уже довольно большой список клуба почитателей, клуба амбассадоров, поэтому мы всех призываем прикасаться к высокому искусству, и не потому, что это полезно, это безусловно. Просто это прекрасный мир, с которым надо соприкасаться. Мир, который лишен агрессии, мир, который говорит только о добром, о высоком и о прекрасном, и просто о красивом. Ведь мы все хотим выглядеть красиво, хотим, чтобы нас окружала красота. Так вот, придите на концерты классической музыки, и вы окунетесь хоть и на коротенькие 1,5 часа в мир безумной красоты. Расскажите, вы гастролируете не только по Москве или по другим городам России, но еще и по городам республики. И понятно, что не всегда это какие-то огромные концертные залы, это иногда сельские клубы. Вот как играть в обычном клубе? Или во дворце, условно. Вот говоря про красоту, мы эту красоту должны донести до максимального количества наших слушателей. И неважно, действительно, это Нью-Йорк, Париж, Москва или Калтасы. Понимаете? Вот в Калтасах мы будем играть 10 сентября, кстати. Вот. И для нас крайне важно, чтобы великая музыка великих сынов человечества
звучало в прекрасном исполнении, в том месте, где это может просто прозвучать. Да, это не большой зал Московской консерватории, не намоленный зал для классической музыки. Ну а что мы можем сделать? Нету в этом районном центре или городе подобного зала. Но это же не значит, что там не должна звучать великая музыка. И это не значит, что мы туда должны поехать каким-то усеченным форматом, там, условно, в 15 человек. Нет, туда едет полный состав оркестра и играет великие произведения. Вот, например, мы будем играть сюиту из Пергюнта Эдварда Грига в Колтасах. Мы зацепились уже за это наименование. И сюиту из балета «Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского. Вот, пожалуйста. Я думаю, это впервые в истории данного поселения произойдет. Добро пожаловать всех жителей Колтасинского района и близлежащих на концерт главного госоркестра республики. Но давайте еще вернемся к нашей теме о том, что состоится романтика осени. Озвучим, в какие числа пройдет именно и где конкретно. И вот чтобы все зрители знали. И, конечно, открытие сезона. Конечно же, с 22 августа, в день российского флага, по 24 августа на Советской площади с 18:00 будет звучать великая классическая музыка. И вы знаете, в прошлом году цифры нас просто поразили. За 3 дня фестиваля посетили более 65 тысяч человек. Это доказывает в очередной раз, мы каждый раз в этом убеждаемся, что Уфа очень слушающий, очень глубокий и музыкальный город. Люди тянутся к прекрасному. Мы этому только рады. Спасибо огромное, Артур Искандарович. Спасибо вам. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.